Испытано на себе. Дорогие друзья, это проект «Испытано на себе» телеканал Якутия-24. И мы в продолжение нашего путешествия в Тампонский улус с Ясминой решили посетить теперь в городе Якутске национальный обрядовый эвенский праздник Эвенек. Ты когда-нибудь была на таком празднике? Я никогда не была, и мне не терпится узнать все побыстрее. Ну все, пойдем. И нас на этот праздник пригласил наш друг, товарищ Александр. Саш, привет! Здорово. Здравствуйте. Добро пожаловать. Ясмина. Наш праздник. Хорошо? Как там идет? Подготовка сейчас идет? Или Да, как? да. Буквально час назад мы сюда Мгм. приехали, начинаем обустраивать наш лагерь. Вот. И скоро уже начнем готовиться к встрече солнца. Замечательно. Вот. Давайте пойдем, я вам все покажу. Давайте пойдем. Oran biden hoyal budan esken biden even törenye adukum bir hep julep tukur ben melu acar olda ay muldan even bugan esken biden even törenye adukum bir hep julep tukur ben melu acar olda ay muldan even bugan esken biden even törenye Всех приветствую, канал Эвен Лайф, меня зовут Афанасий. Это вот наша традиционная палатка, эвенская, вот как мы живем на севере Якутии, вот так и вот, скажем, образцовая наша палатка. Вот так вот живу, наверное, зимой и летом. Я даже живу тут, в Якутской Москве, живу зимой в палатке. Скажите, пожалуйста, по поводу вот именно праздника Эвенек. Вообще, что это, во-первых, что из себя представляет этот праздник и что он для вас? Ну, это встреча солнца, встреча Нового года, скажем так. Вот у нас на севере, допустим, да, за полярным кругом, есть Эвенек, называется по-другому цветение тундры. То есть вот когда начинает, появляется солнце, начинает цвести тундра, это считается, что начался Новый год. Ага. Это в Якутске вот называется Эвенек. Ну, это как просто встреча сородичей эвенов. Мы приезжаем, знакомимся, беседуем, празднуем, да. Друг друга. Да, потому что мы все равно малые народы в Якутии, поэтому вот как-то пытаемся сохранить свою культуру, язык. Слушай, Саня, ну очень интересно, да, вот, во-первых, тебя все знают здесь, оказывается, как организатора, да? Да. И очень легко и просто получается вот подходить, общаться с людьми. Теперь, да, мы подходим теперь к нашему следующему пункту. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. С праздником вас. Праздником. Садитесь. Да. Присаживайтесь. Садитесь, угощайтесь. Чем рада. Как гостеприимно, да? Вот вроде бы просто проходили мимо, хотели спросить, как тут вообще идет подготовка. Как говорят, не проходите мимо. Да. У нас у Эвенов принято, когда гость приходит, он всегда садится к столу и сейчас чайник кипит, горячий чай попьет. Посиди. Уже чайник вскипел, да? С молоком, что оладушки. Вот это вот внутренности с картошкой. Внутренности... Оленя, да? Оленя. Оленя. Да, попробуйте. Вы, наверное, в стаде пробовали. Это чебурдакская рыба. Ничего себе. Стол вообще шикарный. Ну, это мы еще не готовили, а просто чай пьем. Здесь вот пирожки тоже есть. Просто перекусить традиционно, да, внутренности оленя и чукурдавская рыба. Кто бы мог представить? Пирожки домашние. Я, честно говоря, когда учился в студенчестве и узнал, что есть единственный регион России, где есть этнологическая экспертиза, именно на уровне регионального закона, я вот как бы немного, горд был, скажем так. Но мне всегда говорили, что закон-то есть, но работа его
как бы требует усовершенствований, да? Ну, то есть... Пирожок возьми, там соленье, Закон, мягкий, он очень такой, работает, без тепла, без ничего. да, попробуй, он ничего совершенствуется. Ну, страшного. Да, рабочий пирожки с закон. олениной. Он не просто стоит там, Внутренности имеется Саша. как-то, да? Он рабочий. Вот у нас в этом году, в прошлом году проводился в Оленьке форум по территориям традиционного природопользования. И внесли очень много предложений. И на сегодняшний день они внесли изменения. Все, закон работает. Конечно, мы вносим еще предложения разные. Например, в прошлом году вносили предложения такие, как раньше же закон, например, работал только на те предприятия, которые только начали работать. Внесли изменения и на тех, которые и раньше работали. Поэтому, например, есть предприятия, которые начали работать до внесения закона, они тоже сейчас проходят этнологическую экспертизу. Потому что они в любом случае влияют на этнос, на окружающую среду, среду проживания людей. Не экологическую среду, а среда проживания людей. Вот. И поэтому вот такое внесли. Очень интересные изменения, да, учитывая, что вот как раз-таки это те самые фирмы, которые наибольшее влияние имеют, наверное, да, на те старые фирмы, то есть имеется в виду. Да, у них наработок-то больше. Они наработали больше десятки лет, да. И не просто десятки лет. Работали еще с тех времен, например. Очень много. В любом случае, скажем так, что некоторые говорят, начнем копать, тогда только влияние оказываем, да? Человек приехал в лес, он уже оказывает влияние. Даже ничего не делая, он только пришел, он уже оказывает влияние. Да. Поэтому говорить о том, что вот промышленники пришли и там минимальные или еще что-то не оказывают влияния, территория большая, что тут изменится? Нет, конечно. Люди живут везде. Вот. На якутском языке вот северное сияние же есть. По-якутски называется дюкабель вот. Дюкабель, не дюкабель, а дюкагер. Дюкагер дерваттера. Это огни Юкагира. Вот оно откуда берется. Да. А это мы по-якутски его переначали, дюкабель. И сами не знаем, что оно означает. А оно означает юкагирские огни. Раньше юкагира было очень много. И считалось, что когда юкагира зажигает свои костры на свете, на солнце, оно, не на солнце, на небе отсвечивается огни костров. Огни костров. Вот да, откуда. это и появляются вот эти северные сияния. Интересно. Ну, классная такая легенда. Сразу же итлерге лехтеременно. Сразу же подойдут духи. Ага. Пускай. Ага. А ладушку надо положить вот так. И наоборот вот так. Как бы в себе. На сам костер, правильно? Не в сам, а вот с краю. С краю по кругу. Ты должна вот ложить оладьи по солнечному кругу рядом с костром и думая хорошими вот о том, о чем просили в плане желать себе всего хорошего, просить духов о том, чтобы они тебя всегда сопровождали и оберегали. Ну и обязательно, чтобы исполнялись твои желания. И вот молоко. Так, вот так. Вокруг. И думай только о хорошем.
Ясмина сейчас проходит обряд очищения, обряд именно поклонения духам. Ну а я тоже постою рядом хотя бы с дымом. Дым тоже имеет свойство очищать. И руку надо держать вот так. Нет? И поклониться 3 раза. Сейчас мы подходим к семье Анатолия Платоновича Ламутского, председателя Союза Эвена Республики Саха-Якутия, писателя, поэта. Здравствуйте. Семен? Ну, если рассказывать историю, то в древности эвены собирались в это время, когда комаров очень много, собирались вместе, которые кочевали рядом, в одном месте. И устраивали, ну, во-первых, обменивались мнениями, новостями, как прожили эту зиму, ну, сколько добыли, сколько оленей сохранили, тугутов сколько родилось и так далее. То есть обмен мнениями был. Обмен информацией, мнениями. Но было интересно то, что они собирались в стойбище. Обычно собирались в одном месте и подходили, ставили свои яранги, чумы без всяких слов. То есть подъезжали, поставили. Ну, обычно мы же, когда приходим, сразу здороваемся. Они этого не делали, просто ставили. А хозяин потом выходил и, не заходя в ярангу, начинал хеди. Спрашивал, сколько там человек. Поэтому в нашем национальном танце хеди есть слова хигу, и так далее. Такие слова, которые обозначают, кто там, сколько вас, сколько человек пришло. И прямо с яранги потом уже начинают выходить люди и объединяются в одно хеди. Большой хоровод. Вот так собирались, спрашивали. И следующее, то, что в это время обычно бывает так, что объединяются, делают, ну, устраивают праздники, девушки для этого готовятся, они целую зиму себе шьют одежду, одевают одежду, красивую, праздничную, летнюю одежду и выходят. И в это время проходит не только соревнования, не только там песни, пляски, но в это время еще соединяли судьбы. То есть люди, молодые люди находили друг друга. И это тоже происходило очень интересно, не просто так. Я пришел, познакомился с вами, например. Но это происходило очень так своеобразно, что девушка могла испытать парня, или парень мог испытать девушку. Там даже устраивали забеги. Состязания какое-то. Да, состязания. Вот. Но еще, естественно, раньше и у эвенов это происходило, то, что отцы при рождении детей уже договаривались. Если девочка и мальчик родились, они договаривались, что через столько-то лет мы их женим. Но это тоже, у эвенов тоже это было. И в это время, когда вот происходила вот такая встреча, эти люди соединялись, узнавали друг друга и устраивали свадьбы и тому прочее. То есть этот праздник мы последние годы, ну, лет уже 30, наверное, уже только возродили его по всей республике. И сейчас в каждом поселке, в каждом населенном пункте, где живут эвены, там происходит в эти дни. Ну, и этот ну, он для нас, для эвенов, это Новый год. Ребят, я вот думаю, смотрите, у нас стемнело, да, уже? Да. Я предлагаю все-таки нам тоже вот немножко заняться подготовкой к встрече солнца. И, ну, давай осмотрим лагерь немного. Завтра я тебя проверю, кстати, потому что я тоже организатор спортивных состязаний. Ты же тут, я так понимаю, вообще организатор чуть ли не всего, да? Ну, соучастник в плане того, чтобы
вообще этот праздник проходил. Да. А давайте сейчас на минуточку заглянем к нашей молодежи. Ага. Посмотрим, как они. Вот там уже слышны О, там звуки музыка. гитары, О, там гитара. эвенские песни. Да вы что? Ну, Да, пойдем. Круто вообще. Ребята, спасибо вам огромное. Вообще вы так атмосферно, круто сидите. А чикерам это, я так понимаю, все знают, да, слова песни? Это что означает? Ну, вообще о чем? Короткая дорога. Напрямик. Любимой. Дорога любимой. Аня Толгара. Гольдат сегодня. То есть прямая дорога имеется в виду сократить дорогу? Вот сейчас. Да. Чтобы дойти до своей любви, он да, через все трудности вот это вот все проходит, короче, коротким путем ради нее. Вот, проще говоря, так. Как романтично, да? Да. Эй, кунялдар, алду кунялды, каринның гәдәмәдә, игәдә гәҗдәгән, эсәктәр аралчыңнан күркәчәкәл, оганың кигән бәмни икән, арка калдиргән тусатты, каринның гәдә илатты. Мне вот больше понравилось еще то, что молодежь, во-первых, их много, а во-вторых, свои вот песни именно знают, да, то есть свой язык, на своем языке умеют разговаривать. Это вообще, ну, круто так-то. Я вот живу в Якутии очень долго, да? И как бы первый раз сам на Эвенеке, и я вот немножко поражен даже. Испытано на себе. Друзья, наступило 2 часа ночи, и сейчас мы будем встречать солнце. Нас уже позвали. Я вот сейчас ищу Ясмину, она куда-то пошла. Вообще удивительный человек, пошла куда-то танцевать или разговаривать с коренными малочисленными народами Севера, изучать их танцы. Сейчас пойду ее попробую найти, и мы пойдем встречать солнце. А вон Ясмина, я ее нашел. Занимается съемками. Ясмина, я тебя ищу, хожу. Там говорят, солнце уже надо встречать. Пойдем? Да, конечно. Люди уже начинают готовиться понемногу, уже переодеваются в национальный ивенский костюм, да, и национальная ивенская прическа, кстати, вот, две косички. Очень красивый наряд. Вот там, кстати, мужской, тоже можно посмотреть. Мы уже, люди уже собираются. Идем на поле встречать солнце. Идут встречать солнце. И мы идем за ними.
Ну и нам, кстати же, необходимо еще пройти обряд. Мне вообще это очень интересно, потому что ну, я такого даже не знал, что есть отдельный обряд, прямо эвенский, при встрече солнца. Очень интересно. Я даже не представляю, что сейчас будет происходить. То есть если, допустим, там кормить огонь, вот я примерно вот видела, слышала, да, вот там, когда кормят тайгу, вот оладушки, вот мы с тобой когда ездили, да, ты как бы кормил там реку и так далее. То есть, да, вот это я чувствую. А вот сейчас я вообще даже не представляю, как это будет происходить, что сейчас будет, куда мы идем. Мы сейчас посмотрим. Да. Ты? Я тоже первый раз. У каждого здесь свое место. У каждого свое место, и они начинают прям ровно-ровно, да? Обряд уже начался, давай потише, да? Будем протягивать руки, вот как Ясмина делает, и встречать солнце. Нода асат качарбу. Энсинери карбу. Мутто анили. Уланя манган аралбут. Хоялбу кали. Мутто Ису амули. Абкар бини анили. Dehonde, 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 dehonde. Ich hoi hodar. Hele gungal hejen gulde. Ich ho hejen gulde. Gale gungal hajan galga. Otul bur hajagal. Otul bur hajagal. Hajan galday. Hajan galday. Hajan Hajan galday. Galda. Hajan. Hajan. Испытано на себе. Дорогие друзья, мы сейчас принимаем участие в обряде открытия Эвенека. Не могли бы вы, пожалуйста, подсказать? Это эвенский сет. Да. А не подскажете, что правильно, как правильно нужно сделать? Что мне необходимо сделать? Очищаться, завязывать надо. Завязывать Ага, ленточку? и мечту надо. Желание. Да, желание. Очищаться это имеется в виду так, на себя дымом, да? Это специальная трава, багульник. Багульник же, да, правильно? Это специальная трава, багульник, дым которого имеет свойство очищать вообще энергию. И после очищения завязываем ленточку. Так, чужую ленточку бы не завязать. И загадываем желание. Ну все, я загадал свое заветное желание. И идем дальше праздновать. Что я тоже загадала свое заветное желание, и я уверена, что оно обязательно сбудется. Ну что, идем дальше? Прошу у всех освободить руки, опустить плечи, поймать ладонями тепло, благопожелание. Не скрещиваем ни в коем случае руки, не закрываемся, открываемся словам нашего старейшин, впитываем. Айбидян бонекан Джулет. Ревдевым Хинду Бованираб. Тигриб. Айшдебникан ректор Лебесив. Для участия в обряде необходимо протянуть руки вперед и желать только хорошее, доброе, определенное желание, ну и чувствовать себя очищающимся.
друзья, мы сейчас были на мероприятии открытия данного праздника. И сейчас везде идут репетиции. И вот мы сейчас подходим на одну из репетиций. Ясмина уже стоит там. Я думаю, она пытается научиться танцевать венский танец. Сейчас подойдем, посмотрим. Ясмина, что ты получится научиться танцевать? Да, может ты попробуешь? Как раз репетиция? И ни слова больше. Друзья, сейчас только что Ясмина научилась танцевать национальный танец, национальный венский танец. У нее, в принципе, это очень даже хорошо получилось. Сейчас пойду похвалю ее. Вот это там как двигается журавль. Что он как раз надо. Потом чайки. Чайки. Чайки, Вот так они делают? О, классно у вас получилось. Так, ага. Ворон. Потом ворон. Ворон грубо, да? Ворон грубо же, да? Ворон, так он это нагар. Ясмина, у тебя так хорошо получилось, на самом деле. Тебя даже вот ансамбль, руководитель ансамбля похвалила, сказала, что ты очень пластичная и, в принципе, походу ты хореограф, подумали они. Спасибо большое. Кстати, хочу сказать, что вот хэджа это довольно такой энергозатратный танец. Да? Вот кажется, вот, вроде бы как легко, да, но на самом деле, когда ты вот, там надо и прыгать, и двигаться, то есть вот, довольно энергозатратно. Насколько я знаю, этот танец, почему идут по кругу, потому что раньше чумы были круглые, для того, чтобы согреться, вот именно в круговом этом двигались, да? Испытано на себе. Ну, дорогие друзья, мы находимся вот как раз-таки на втором этапе вообще праздника Эвенек. Это вот как раз-таки состязания, это конкурсы, спортивные игры. И вот сейчас мы будем пробовать участвовать в одном из конкурсов. И вот в этом нам поможет Тимур. Тимур, можешь объяснить, пожалуйста, что из себя представляет вообще? Вот, это прыжки через нарты. Один из видов северного многоборья. Мы проводим быстрые нарты, то есть прыгают на количество за 1 минуту. А, кто больше прыгнет за 1 минуту? Кто больше прыгнет за 1 минуту. Вот, например, сегодня один из участников соревнования, Алексей Сазонов, прыгнул 96 нарт за 1 минуту. 96 нарт. А, то есть считается вот первая нарта, вторая нарта. Это мужской вид спорта или
попробуем? Буквально на минутку. Ну, давай, я сейчас попробую. Задел. А если заел, ты что? Дальше прыгай. Ребята, ну без определенной подготовки довольно-таки тяжело. Я вот уже на втором кругу начинаю задевать нарты, ноги не успеваю поднимать. Довольно тяжело. Вот сейчас. Всем привет. Я проводил конкурсы, сейчас освободился. Сейчас вот издалека видел, что наш товарищ Семен впервые, да? Да, впервые. А это еще тем более, можно сказать, детская версия. Женская. Мужская чуть выше, да? Выше. Вот. Да, вот сейчас вот мастер-класс покажет вот Алексей Сазонов. Он чемпион России. Да. Да, и варта. Девушки в целом. 101 раз чемпион России по северному многоборью. 101 раз прыгнул просто вот как мимо, пешком проходил. Все это так грациозно выглядело на самом деле. Ну круто. Ну что, для первого раза нормально. Пойдем дальше? Что-нибудь посмотрим? Интересный конкурс, кстати, мне понравился. Вот это же я держу у себя, да? Да. Сейчас, если поймаешь, сразу им телеграмму отбивать. Ты рассчитывай вот это, когда он подходит на подходе. На подходе, ага. Первый пропусти на второй. Второе место Гадин. Ну просто кину, да? Ага. Алексеевна. Че поймал? Дерево поймал. Первое место. Конкурс нарезного мяса. Ну, ребята, поймал я дерево, не совсем то, что закидывают. Это у меня получилось благодаря тому, что Гаврил в стадии Ньютон меня немножко научил закидывать. Так, а как это снимать отсюда? Что там сколько? 10. Ох ты молодец, Ясмина, 10. Серьезно? Круто. Дорогие друзья, я первый раз пробую стрелять из лука в рамках соревнований на Авинеке. Сейчас пробуем, вот мне поставили, зарядили лук, и сейчас нужно целиться набалдажником на мишень. Тремя пальцами. Двумя пальцами, да? Тремя вот так, видите? А, тремя тянем, хорошо. Четвертую убираем. Ага, вот так. И подбородок тянем. Руку. Ага, вот так. Прямо и до подбородка до сюда. Вот так. Ага. Ага. И этот набалдажник сыпьтесь. Ага. Набалдажником можно чуть-чуть боком. Вот так, если. Сперва стреляем. Сперва, ага. Ниже еще смотрите. Между уткой и поддоном смотрите и стреляйте. Выпуск. Вот, чуть-чуть выше надо. Понятно, да? Ну, понятно. Сейчас быстро стреляем. Хорошо? Сейчас Б стреляем, хорошо, все понял. Шаг вперед, чуть-чуть. И еще чуть-чуть выше, сейчас. Так, я же третий, ну все. Все, стреляем, третье, правильно. Чуть-чуть выше, чем целились. Давайте. Ой, есть! Фамилия как? Егоров! Егоров! Есть! Вторая попытка. И... Почему? Это не попытка, это выстрел. Это второй, вообще это второй выстрел в моей жизни, и я попал в цель. Круто. Егоров Семен, да? Да, Егор Семен. Вот, так, берем тремя пальцами, вытягиваем к подбородку. На метр ниже, короче. Стреляю, да? Можно? Стреляй, ниже. Стреляй.
Ну все, пока первое место. Первое место, да? Ничего себе, я же говорил, во мне умер олимпийский чемпион. Все, олимпийский чемпион за стрелами. Все, пошел. Женщина. Я занял на этих состязаниях первое место, и огромное спасибо моему учителю. Очень приятно. Спасибо большое, что научили стрелять из лука. Я буду теперь тренироваться и, возможно, стану олимпийским чемпионом. И обязательно золотом с вами поделюсь. Так, ребята, ну, на самом деле я открыл в себе новый талант. Оказывается, я, в принципе, могу стрелять из лука, и я буду этот навык тренировать и дальше. Видите, как интересно получилось. Съездил на Эвенек, попраздновал и даже, возможно, нашел себя. Это был проект «Испытано на себе» на телеканале Якутия-24. И мы сегодня с Ясминой побывали на замечательном празднике Эвенек. Поучаствовали в конкурсах, вообще приобщились к жизни и быту и к традициям коренных малочисленных народов Севера. Тебе понравилось, Ясмина? Мне очень понравилось. Я так поняла, что Эвенек — это праздник, вообще вот эти все конкурсы связаны с тем, чтобы отточить навыки оленевода, да? То есть это выносливое звено, меткость, ловкость, ну и охота, естественно. Охота, естественно, да. Было очень круто, на самом деле. Да, то есть все конкурсы даже они имеют традиции. Имеют корни в традициях, да? Ну, смотрите нас на телеканале Якутия-24. До новых встреч!